Алихан Тюря Сагуни. Начиная с 12 ноября 1944 года по 27 июня 1946 года был председателем Временного правительства Восточно-Туркестанской Республики. Алихан Тюря родился 21 марта 1885 года в городе Токмок, ныне Кыргызстан, в семье Шакирхана Тюря из Андижана, ныне Узбекистан. Закончил учебу в Саудовской Аравии. Получил высшее духовное образование в медресе Бухары. За знание теологии окружающие назвали его Тюря. Тюря изначально означало общее название служащих высокого ранга каганата. Позднее почитательное обращение к уважаемым и знатным людям. Он свободно владел арабским, фарси и рядом других тюркских языков. С другой стороны, занимался народной медициной. 1916 года он участвовал в восстании кыргызов и других этнических групп в Токмаке против правительства России. Когда восстание было подавлено, повстанцы разбежались во все стороны, а Алихан Тюря уехал в Кашгар и вернулся только в 1918 году. В 20-е годы за критику советской власти четырежды подвергался аресту и содержался в тюрьме города Пишпек. В ноябре 1930 года вновь был арестован госорганами СССР и приговаривается судом к 10 годам заключения. Перед отправкой в лагерь ГУЛАГа совершает побег. В 1931 году обосновывается в Кульдже. В Кульдже занимается толкованием Корана и лечением. Алихан Тюря набирает популярность среди мусульман и становится имамом соборной мечети в Кульджи, Байтулла. В 1937 году за антикитайские проповеди попадает в тюрьму Шэньшицай в Урумчи. При вмешательстве местных влиятельных религиозных деятелей освобождается из заключения в 1941 году. В августе 1944 года, после того, как Акимбек Хаджа и Хальпам Хазрат отказались возглавить революцию в Восточном Туркестане, к Алихан Тюря обратились двое. Одного из них звали Полат, а другой, неизвестный русский, предложил возглавить восстание в Восточном Туркестане. Осознавая серьезность этого дела, Алихан Тюря уезжает на Арашан. Этот человек, преследуя Алихана, приехал за ним. И в конце концов, после долгой беседы, обе стороны подписали секретное соглашение. В конце августа 1944 года была создана Организация свободы Восточного Туркестана. Генеральный секретарь Временного правительства Республики Восточного Туркестана Абдрук Махсум Ибрагими по этому поводу писал: «Генеральный консул СССР Дубашин в своих обещаниях нам говорил: вы приобретете независимость и, если захотите, отдельное государство, как внешняя Монголия. И мы понадеялись, что прошлые ошибки не повторятся». Позже, когда революция стала набирать обороты, вдруг появляются советские генералы Владимир Степанович Козлов и генерал Полинов. Был организован военный штаб, на котором, заключив то, что миссия Организации свободы Восточного Туркестана была успешно выполнена, и теперь военный штаб берет командование революцией на себя. В поддержку этих слов организация военного штаба была реализована в трех основных этапах. Первый этап. 6 ноября 1944 года в Кульдже был создан штаб по военным делам вместе с членами Организации свободы Восточного Туркестана и советским офицером Александровым Петром Романовичем. В состав штаба входили Раимджан Сабирхаджиев, Абдукерим Аббасов, Мажаров, Хасымджан Камбери и начальник штаба Александров. Второй этап. 12 ноября 1944 года штаб по военным делам был переименован в штаб главного командования партизанскими отрядами Восточного Туркестана. Главнокомандующим стал Александров. Третий этап.
По приказу Берия 5 декабря 1944 года был образован отдел специального задания НКВД СССР. Главной задачей ставилась помощь национальному движению мусульман в Синьцзяне. Главой отдела был назначен бывший начальник разведки НКВД СССР генерал-майор Владимир Ягнаров. Его заместителем бывший начальник 4-го управления подполковник Николай Прокопюк. Таким образом, полем деятельности спецотдела НКВД стала целая провинция соседнего государства с многомиллионным населением. Операция по принуждению Восточного Туркестана к сотрудничеству получила название «Второй дом». 12 ноября 1944 года, когда было сформировано Временное правительство Республики Восточного Туркестана, председателем был назначен Алихан Төре. Когда Временное правительство было вынуждено пойти на мирные переговоры с правительством Гаминдана, Алихан Төре, Раимджан Сабирхаджиев, Абдрук Махсуми, Эне Йолдашев, Зюнюн Таипов, Салиджанбай Бабаджанов и другие выступили против проведения каких-либо переговоров с Гаминданом. Они выступили за продолжение революции до полного освобождения страны. В сентябре 1945 Второму Дому и Главному штабу Национальной армии Восточно-Туркестанской Республики, военным советникам Красной армии и НКВД в частях Национальной армии поступил приказ из Москвы остановить активные боевые действия, перейти к обороне, а также посодействовать в переговорах с администрацией Гаминдана. 2 октября 1945 года на собрании Временного правительства было принято постановление номер 100 предложить правительству Гаминдана форму диалога и решение вопросов о независимости Восточного Туркестана. Если правительство Гаминдана согласится на это, наше правительство отправит Раимджана Сабирхаджиева, Абулхари Төре, Ахмеджана Касыми в Урумчи для проведения переговоров под председательством Абулхари Төре. 10 октября 1945 года полковник Сапахун дважды получает телеграмму от главнокомандующего Национальной армии приказом о немедленном прекращении боевых действий в городе Аксу. Алихан Төре тоже отправляет письмо Сапахуну продолжить военные действия, несмотря на приказ командования. 13 октября 1945 года Алихан Төре, узнав, что Национальная армия остановилась на реке Манас, вызвал главнокомандующего Национальной армии генерала Полинова и спросил: «Почему остановили наступление?» «Я выполнял приказ Москвы», — ответил Полинов. «Полковник, генеральские погоны я дал тебе, а не Москва». С такими словами Алихан Төре срывает с него погоны. 16-17 декабря 1945 года на национальном собрании, созванном под председательством Алихана Төре в городе Кульджа, было создано революционное правительство Восточного Туркестана. 25 декабря 1945 года в Урумчи прошел второй раунд переговоров между представителями революционного правительства Восточного Туркестана и гаминданцами. По прибытию представителей революционного правительства в Кульджу Алихан Төре созвал собрание. На собрании было требование продолжить боевые действия до полного освобождения Восточного Туркестана. Общим решением было принято: если Гаминдан не даст нам свободу, тогда мы возьмем ее силой. 18 июня 1946 года в Урумчи было создано коалиционное правительство. Председателем был назначен Джан Джи Джун, а заместителем Ахмеджан Касыми. В связи с этим на 324-м заседании членов революционного правительства Восточного Туркестана, который был созван 27 июня 1946 года в Кульдже, было принято решение, что с 28 июня 1946 года вместо революционного правительства Восточного Туркестана создать Илийский, Алтайский и Тарабагатайский округа. С этого момента полномочия Алихана Төре ограничивались лишь Илийским округом. Вследствие этих событий ему начали угрожать расправой, настраивать народ против него, чтобы он освободил занимаемую должность.
26 октября того же года британский консул в Урумчи Вальтер Грэхэм в своем отчете писал: проведенные мирные переговоры с гоминданами сильно повлияло на руководителя Восточно-Туркестанской республики Алихана Тюре. Он очень не хотел возвращаться к системе китайского правления. Я слышал, что Алихан Тюре, который поднял народ на революцию, когда узнал о результатах переговоров, не смог сдержать слез. Никто и ничто не могло переубедить Алихана Тюре в его борьбе за независимость Восточного Туркестана. Не повлияло даже звание маршала, присвоенным правительством Восточно-Туркестанской республики. Когда советские спецслужбы вывезли его в Алматы и провели беседу, он был полон решимости довести дело революции до конца. Его спросили: что бы вы сказали напоследок? То он подумал, что это конец, и его расстреляют. Алихан Тюре ответил: я поднял народ на восстание. Я верил, что уйгурский народ получит независимость, но не сложилось. Поэтому считаю себя виновным. Прошу передать эти слова уйгурскому народу. После допроса Алихан Тюре 30 лет жил в Ташкенте под домашним арестом. Алихан Тюре скончался в Ташкенте в 1976 году и был похоронен на кладбище шейха Зайнеддин Баба.